Здравствуйте! Это программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24 в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня с моей гостьей, оперативным дежурным системы 112 Хиртек Юлианой Олеговной, мы будем говорить о том, что система 112, система помощи, будет теперь во многих кажунах республики. Здравствуйте! Здравствуйте. Юлиана Олеговна, вы оперативный дежурный системы 112. В каких кажунах вот сейчас работает эта система помощи? Так, система помощи экстренных оперативных служб на данный момент работает по всей республике нашего города. И тем не менее были какие-то отдаленные уголки, откуда люди не могли позвонить. Но вот благодаря тому, что у Владислава Товарищевича Хавалыга были договоренности на федеральном уровне, и республика получила 1,5 миллиарда рублей, я знаю, что и на оснащение системы 112 также выделены средства. Да. Сколько? Да, в рамках 1,5 миллиарда рублей, как вы сказали, на завершение создания, совершенствования и функционирования системы 112 по всей республике Тыва было предусмотрено 26 миллионов рублей. То есть это оборудование, какие-то станции, что это? Это приобретение оборудования, проведение монтажных, также и пусконаладочных работ. Как работает система 112? Если у вас есть сотовый телефон, но нет, например, денег на балансе? На территории Республики Тыва развернута и функционирует в опытном режиме система экстренных оперативных служб, операторами центра обработки вызовов в круглосуточном режиме, прием вызовов и сообщений от всех жителей и граждан. То есть, если у человека нет сим-карты, нет баланса, но есть телефон, он наберет 112? Да. Вызов по номеру 112 осуществляется с любого сотового и стационарного телефона, а также если вы находитесь вне зоны действия вашей сети, также при нулевом отрицательном балансе, если у вас нету сим-карты на вашем мобильном телефоне. И все-таки вот те 26 миллионов из 1,5 миллиарда будут выделены именно на улучшение работы системы 112. Получается, что уже совсем все отдаленные уголки, люди живут, где живут люди, они все смогут дозвониться? Да, все смогут дозвониться по номеру 112. Хотелось бы еще раз напомнить, что проведение монтажных и пусконаладочных работ направят из 1,5 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета, благодаря в РИО главы Тувы Владислава Хавалыга, депутатов партии «Единая Россия». 26 миллионов на единую вот эту систему 112 – это хорошее средство. А что-то нужно ремонтировать? Или вот все-таки система работает с 2016 года? Да. Система работает с 2016 года. И работы ведутся, и по сей день работы ведутся. И, как видите, уже на отдаленных даже регионах в наших по всей республике начала работать система 112. Ранее мы не смогли дозвониться, а теперь уже все работает. Вот вы, как оперативный дежурный, с какими просьбами, с какими бедами к вам обращаются люди, откуда дозваниваются? К нам дозваниваются теперь уже по всей республике нашей, даже от отдаленных, от любых даже сел, даже где связь недоступна, до нас дозваниваются. И теперь у нас связь очень налажена. Мы соединяем в экстренных случаях со скорой полицией, со всеми соединяем. То есть, получается, человек звонит на 112, а вы уже решаете, какая именно помощь ему необходима. Пожарная, скорая или какая-то иная помощь. Да, вот по номеру 112 необходимо звонить в случае экстренной ситуации или при проблеме, когда нужна немедленная помощь экстренных оперативных служб. Такие службы, как скорая помощь, полиция, реагирование в чрезвычайных ситуациях, аварийной служб, газовой сети. Также антитеррор тоже можно звонить к нам. И полиция. То есть, вы оперативно связываетесь с теми службами, которые есть. А если это, допустим, очень отдаленный кажун, там на месте людям смогут оказать помощь? Да, могут, так как к нам позвонят. Система 112 работает по принципу одного окна.
Вот поэтому система 112 сразу к нам только один человек позвонит, расскажет свою подробную там экстренную ситуацию. Мы уже далее от нас исходит, мы не теряем времени, сразу одновременно в скорую, полицию, какую службу там нужно. Может, люди застряли в машине, мы спасателям всем отправляем в одно время. Поэтому реагирование происходит наиболее быстрее. Спасибо, Юлиана. Это была программа «Интервью дня». Мы говорили об улучшении работы службы 112. В студии сегодня была Хиртек Юлиана Олеговна, оперативный дежурный службы 112. Спасибо.